Проблема насилия в Казахстане приобретает все более массовый характер. И мы уже устали, наверное, может быть, это как бы немножко грубо звучит, но мы реально уже иногда не реагируем на факты страшного насилия, которые мы видим в средствах массовой информации. Настолько их много, что люди просто иногда проходят мимо и не понимают, что за каждым таким случаем стоит реальная судьба человека. О том, почему проблемы насилия в Казахстане усугубляются, что делается и что еще нужно сделать в нашей стране, мы сегодня поговорим с известным адвокатом, правозащитницей Айман Муратовной Умаровой. Это Азиза Шужеева и мой авторский YouTube-канал. Не забудьте написать, что вы думаете по этой теме в комментариях, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых интересных видео. Айман Муратовна, давайте разберем проблемы насилия в Казахстане. Вообще, как вы видите, в чем корень того, что сегодня общество захлестнула такая волна бытового насилия, а еще хуже, что мы видим, что увеличивается количество случаев сексуального насилия, и в том числе против детей? Ну, во-первых, здесь, конечно, сложно сказать, что вот одна проблема есть, и она вот основная. Нет. Я думаю, что можно просто выделить ряд проблем. Одна из таких самых главных проблем – это гендерный дисбаланс. То есть все идет оттуда, гендерное неравенство. То есть вы же понимаете, да, что когда в семье в основном что происходит? Ты должна убраться, ты должна готовить, она работает так же, мужчина тоже так же работает. Ну вот они вдвоем приходят. Или бывает мужчина дома сидит, да, например, к примеру. Вот. Но она должна то, она должна это, она и должна это. И в конце концов, если она что-то там не делает, начинает избивать там и так далее. Но дело в том, что гендерный дисбаланс у нас во всем. И в политике, и в журналистике, и во власти, и в законодательном органе, и в судах, и, в общем, везде. Верховный суд, например, посмотрите, сколько женщин работает там. В Киргизии, я помню, несколько лет назад был форум ОВСЕ, и 50% женщин составляют в Верховном суде судей. Пожалуйста, вот вам. А что вы хотите от нас? Посмотрите на состав законодательный, парламент, маджлис. Посмотрите, я имею в виду руководящий. В данном случае мы видим в основном мужчины. То есть, допустим, 9 красивых, умных, образованных женщин и один, можно сказать, такой необразованный, недотепа, и этого человека назначают начальником. Это везде. У нас вот такой вот, как сказать, приоритет есть. Это мужчина. Начальник непременно мужчина. Или, например, даже в адвокатуре возьмем, у нас выборы были, и некоторые прямо открыто писали, а вот мы хотели бы мужчину там и так далее. Ну вот что это вообще? И оно везде, в принципе. И далее традиции. Вы знаете, мир меняется, мы должны меняться. Девочке, например, говорить о том, что тебе там столько-то лет, и вот ты уже старая, ты вот завтра должна замуж выйти, ну это такая глупость. Я помню, одна женщина плакала мне, говорит, ну мне сказали, что я не девственница, ну мне сказали, что я старая дева. Я смеялась, я говорю, ну во-первых, ты не старая, тебе 40. Но насчет девы я, конечно, сомневаюсь. Ну, это твое право. Ну, это же так глупо, да, вот лезть в вот такие личные границы, да, и вот обзывать там и так далее. Ну, то есть у нас это как-то принято. Или традиционное воспитание, когда мужчина там голова, он там главный, а все остальное неважно уже. А еще страшнее то, что сейчас случилось, сейчас некоторые прям готовятся к тому, чтобы быть токалкой. Ну, извините, такая великая победа, да, что она стала чьей-то там 2-й, 10-й, 20-й женой. И я хочу сказать, что это, конечно, второе, к чему я иду, это воспитание. Если вы хотите здоровое поколение, здоровых детей, мужчины выбирают образованную женщину, потому что эта женщина будет матерью, да? А многие выбирают
такую забитую, можно сказать, как в их понимании, да, которые необразованные, не знают, некуда деться, допустим, разведется, у нее нет работы, рабочего места. И девочки многие клюют на это. Сегодня у него есть деньги, и вот он обеспечивает, он такой прекрасный кавалер, завтра замуж выходит, начинает избивать, издеваться и так далее. Кроме того, кроме вообще насилия сексуального, и бытового, домашнего бытового, я имею в виду физическое избиение и все прочее, да, помимо этого еще можно выделить вот среди вот этой категории, да, можно сказать, есть физическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие, финансовое насилие. Ну вот, например, еще и газлайтинг есть. Ну, спрашивают, что это такое. Ну, например, то же самое, когда, ну, примеры, да, допустим, когда человек приходит, ну, в одетый, там, допустим, во что-то там, да ты, тебе нет, ты такая страшная, ты там еще что-то, вот какие-то вот такие унизительные, как, так, можно сказать, буллингуют, можно сказать так, да, вот. Вы знаете, все это ведет ведь не только к насилию, это ведет и суициду. Вот сейчас, например, у меня несколько дел по суициду, и основа буллинг. И по секс-насилию такое же. Часто бывает, что суицид – это просто результат того, что было до того. Секс-насилие, буллинг и так далее. Но вот, буллинг тоже разный, конечно. Да, Айман Мурат, ну вот смотрите, да, понятно, есть как бы гендерные стереотипы и дисбаланс в обществе, которые женщину ставят на несколько ступенек ниже, чем мужчина. Но чтобы поднять руку и чтобы проявлять вот такой вот агрессию по отношению к близкому человеку, с которым ты живешь, который готовит тебе пищу, который рожает тебе детей. В чем это, почему так происходит? Почему мужчины вот переступают вот эту черту и, я не знаю, свою вот такую вот агрессию срывают на беззащитных, слабых жене и детях? Ну, вы думаете, что он сегодня таким стал? Нет, он и был таким. Другой вопрос, он ведет в разные ситуации себя по-разному. Есть люди, которые являются руководителями, там, милашка, как они говорят. Такой милашка был, да? Вот. А приходит домой, он вот деспот. Вы понимаете? То есть это ролевые модели, которые закладываются в детстве? Конечно. Он это видел в своей семье? Он видел в своей семье, он это будет делать то же самое. Поэтому очень важно, когда мы говорим о домашнем насилии, бытовом насилии, вообще о насилии, очень важно, когда, особенно бытовое насилие, когда дети становятся свидетелями. То есть мы же рассматриваем как жертв женщин же, в основном же. Как получается. Угу. А на самом деле... То, что она получила, физические травмы. А то, что дети получили травмы, это намного опаснее. Намного опаснее. Это они понимают, что вот есть такая модель поведения, что она работает вот, и так далее. То есть здесь проблема гораздо глубже. И очень много ученых, которые изучали проблему секс-насилия. Да? И, например, Джудит Герман, у нее есть известная книга, называется, если не помню, «Травма исцеления», по-моему, если я не ошибаюсь, да, вот, и она рассказывает о том, что вообще травмы, да, которые получены в результате секс-насилия, она приравнивается к травме солдат, которые участвовали в войнах. 200-240 дней после этого солдат получает травму. Травму имеется в виду не физическую, психологическую травму. То есть получается, что не обязательно получать, например, какую-то вот физическую травму или там какую-то другую травму, да? Достаточно пребывания на войне 200-240 дней, после этого человек травмируется. На всю жизнь. На всю жизнь. И сложно вот это вот в дальнейшем вот как бы восстановиться. А женщина точно так же испытывает такую же травму. Это вот такое приравнение идет. Вот. И то же самое относительно истерии. Например, они все считают, что истерия – это вот женская доля, да, многие считают так. На самом деле это не так. Тот же там Фрейд, тот же там Шарко, там, когда изучали вот эти вещи, они считали, что вот это немножко, конечно, унизительно, оскорбительно, да, можно сказать так, но на самом деле эта истерия у мужчин выражается по-другому.
Вот. Поэтому это очень такой, тут нужен глубокий анализ. А самое страшное, это когда вот эта модель идет после секс-насилия. После секс-насилия вот этот, мы его называем насильник, вообще рекомендуют абьюзер называть. Здесь пока, естественно, мы же не понимаем, может быть, человек, что именно он сделал. Ну, то есть его не признали еще виновным, у него нет приговора, да, и типа того, что мы должны говорить, что он у нас абьюзер. На самом деле я вообще считаю, что насильник, он и есть насильник. Но опасность в этой фразе заключается в том, что есть понятие презумпции невиновности. И мы его наговорим о том, что насильник, а в дальнейшем суд его оправдывает, и это, хотя он может быть и реальный насильник. Поэтому рекомендуется говорить, что он абьюзер, называть его абьюзером. И здесь в этой ситуации тоже проблема заключается в том, что это нездоровое общество. Вот если вот возвращаться вот к конечной конце, что ждет? Это нездоровое общество. Многие считают, что вот терроризм, да, вот это вот откуда-то он появился, этот террорист, и вот он такой террористом стал. Нет. Я вообще связываю, что вот терроризм, акты терроризма, и это тоже насилие, да, все они взаимосвязаны с вот этим насилием, секс-насилием, особенно физическим и сексуальным насилием. Все они виды насилия. То есть если человек привык совершать насилие как бы в закрытом помещении в своем доме, в любом случае он завтра вырвется, и все это может произойти и во внешней среде. В любом случае не могу сказать, потому что у каждого есть какой-то свой триггер, но в большинстве случаев именно такие люди способны на многое, то есть перешагивают шаг за шагом, степ-бай-степ, идет и дальше. Сначала это, один раз, там 2 раза, потом несколько раз ничего, там 3 раза, 4 раза и пошло дальше. То есть это вот такая опасная вещь. Самая опасная вещь, одна из таких самых опасных, это насилие в отношении детей, особенно в отношении мальчиков, потому что еще сексуальное насилие, потому что мальчики еще часто бывает себя не идентифицируют гендерно, да, вот, то есть они еще. Некоторые мальчики уже с маленького возраста, они малолетние до 14 лет юридически у нас, вот, но они уже в 9 лет уже считают, что они мальчики, там, а есть мальчики, которые 9 лет в принципе гендерно еще не понимают, что он мальчик или девочка. Там. И часто бывают случаи, когда я сталкиваюсь с жертвами, которые ранее в детстве претерпели вот такие вещи, сексуальное насилие, они уже во взрослой жизни, уже это влияет на их отношения дальнейшие в сексе, или же часто бывает, что эти люди сами становятся лицами, которые могут пойти на насилие. Вот, это очень часто. И вторая тема – это тюрьмы. В тюрьмах вот эта субкультура, вот сколько лет я уже посещаю тюрьмы, особенно мужские тюрьмы, субкультура, как они, гаремная субкультура, гарем там и так далее. Но это насилие ведь на самом деле. И это насилие идет в кавычках благодаря сотрудникам учреждений. То есть это вот те старые гулаги остались, советская система тюремная осталась. Теперь вот еще такой вопрос, давайте, раз уж мы разбираем все виды насилия, в последнее время мы видим, что участились еще и случаи, когда дети проявляют насилие над детьми. То есть это старшеклассники, подростки могут совершить акт насилия над младшими детьми. Почему так происходит? Вот это очень опасная тенденция, поскольку у меня есть несколько дел. Одно дело это в Кызылорде. И знаете, как мать узнала о насилии? Она узнала о насилии следующим образом. Смотрит, видит, играются 2 детей. Один совсем маленький, там 3-4 года, где-то 5, может быть, так. Вот сейчас 5 уже. А другой в школе учится. И вот этот мальчик подходит тому и говорит, сделай вот это вот. Она в таком шоке, ты откуда это знаешь? Говорит, а мне вот этот вот так делал в сарае. Но когда того вызывали, я так думаю, что тот тоже несовершеннолетний. Представляете? И в отношении того что-то тоже было.
То есть он откуда-то знает. То есть вот так передается. Также информация у нас есть, поступают очень много информации. В Туркестанской области в школах там старшеклассники насилуют младших, у них как дедовщина, да, вот идет. Это как испокон веков вот идет, вот так представляете, да, что это такое. То есть это очень такая опасная тенденция, потому что этот ребенок, например, 13 лет ему, к примеру, да, он насилует своего одноклассника, ну или же младшего 9-летнего ребенка, ему, например, 13 лет, да, он сейчас это делает, он уходит от ответственности, ему 14 лет нет. Год проходит, он то же самое делает, у него появляется ответственность. То есть он еще не знает, что есть законы, что с 14 лет он будет также отвечать, и, то есть в принципе, полноценно, можно сказать, да, отвечать как лицо, которое подлежит к уголовной ответственности. Вот. Это вот касательно детского насилия. Но вот на днях вы, наверное, смотрели, да, видели, что, как бы сказать вам, тюрьма, казалось бы, женская тюрьма. Ну что это? Тюрьма – это учреждение государственное, что может быть? И даже там рожают от насильников. Дело Наргиз я недавно только озвучивала. ИВС Уйгурского района Алмачинской области. Она была в тот момент арестованная, то есть она задержалась под стражей. Выводит ее с Талдыкурганского следственного изолятора в ИВС Уйгурского района Алмачинской области Наргизу. И, естественно, там, когда она решила помыться, ну, гигиена нужна в конце концов. Неужели это стало опасным? Пошла просто помыться. И этот охранник по имени Нурик пропускает одного из задержанных. Там, может быть, он и арестован, и задержан, заключен. Ну, во всяком случае, там находился. Сейчас не знаем, какой его статус. И этот заходит и насилует, а тут держит дверь, как вам нравится. Через 2-3 дня насилует другой охранник по имени Бауржан. Потом она плачет, рассказывает это начальнику ИВС. Начальник ИВС насмехается над ней, никто не узнает, я тебе не отправлю твое заявление, и вот, пожалуйста. По сути, закрытое учреждение – это закрытое учреждение. Здесь вопрос стоит уже не о изнасиловании. Здесь вопрос стоит плюс сексуальные пытки. По Стамбульскому протоколу она приравнивается к сексуальным пыткам. Если вы помните, в 2016 году я вела дело, когда женщина родила ребенка, вот, и в результате насильник, можно его сказать уже так, он был осужден, и ему вменили не только изнасилование, но и сексуальные пытки. Вот в чем дело. И здесь она родила ребенка. Ребенку вот 40 дней исполнилось недавно. И только после наших криков там вдруг там с пресс-службы появляется и пишет, что вот мы там зарегистрировали уголовное дело по статье 120, там части 2. Ну извините, там не 120-я только часть, там еще там 120 хватает. И это не единичный случай. А вы знаете, что креативная, инновационная, айтишная среда очень сильно влияет на личную продуктивность и эффективность? Для меня такая среда расположена в самом центре города Алматы, в бизнес-центре и IT-хабе Smart Point. Именно здесь вы можете найти для себя классных друзей, единомышленников, предпринимателей, айтишников, вместе с которыми вы можете создавать классные инновационные проекты. Я выбираю Smart Point. Приходите сюда. Да, то есть получается насилие на всех уровнях, которые мы видим сейчас. Это может произойти и в семье, и в учебном заведении, везде, и в соответствующих исправительных учреждениях закрытых. И вообще как бы это может произойти в любом месте с человеком. Вот теперь давайте поговорим о системе. За последние годы произошло ряд изменений в законодательстве. Была ужесточена уголовная ответственность за педофилию, были еще какие-то внесены нормы. Вот скажите, что сделано за последнее время и почему этого недостаточно и что еще нужно сделать? Давайте вот системно теперь подойдем. Вы знаете, я сразу сказала, когда вы ужесточайте наказание, помните раз и навсегда, что это не даст никакого эффекта. Понимаете, вот у нас насилием занимается все кому угодно. Сейчас это стало модным. Кто-то появляется, кричит, вот насилие, там насилие, здесь насилие.
и на этом все. Депутаты, которые не разбираются в этом. Юристы, которые, может быть, год одно дело провели. Это не то, что как масштабно, 10 дел в год, там, 15 дел в год там, и так далее. Это говорит о низкой квалификации людей, которые предлагают вот такие вещи. То есть только одна мера ужесточения наказаний за насилие не решит проблему. Не решит. Это равносильно тому, что вы помните смертную казнь. Когда вот в Америке, в некоторых штатах смертная казнь была, в некоторых не была. А знаете, в чем дело? Почему вот я была за отмену смертной казни? Потому что она не помогает. Вообще конец вот всего этого, что? Чтобы этого человека исправить, вернуть назад. Человек, который совершает такие уголовные правонарушения, он не думает о том, что его поймают, он сядет. Ему не важно, 15 лет, 10 лет, он знает, что и он не сядет. Вот он так думает. Точно так же по смертной казни. Поэтому смертную казнь нужно было отменить, смысла нет. То есть она она не работает. Принципиального не вносит вклада. Абсолютно нет. Сейчас стало еще больше, но теперь эти педофилы, я буду говорить, насильники, да, они что делают? Они гораздо просто больше тратят деньги, они заранее обезопасивают. Они понимают, что их могут посадить, и они делают все абсолютно для того, чтобы не сесть в тюрьму. Они подкупают, еще больше стала коррумпированной система. Я имею в виду, когда идет расследование и таких категорий дел. Оно не помогает абсолютно. Более того, здесь очень низкий профессиональный уровень следователей, которые ведут. Недавно, вот вы сами видели в нацкомиссии, да, вице-министр МВД был, я ему задаю вопросы, он выходит из себя вместо того, чтобы отвечать на мои вопросы. У нас есть какой-то там центр, я говорю, какой центр? Никто не знает про ваш какой-то центр, да, где люди могут обратиться и так далее. Они же к нам обращаются. И у нас там следователь ваш не может провести осмотр места происшествия. Он не может правильно изъять вещественные доказательства. У него трусы, майка там преступника лежит вместе с трусами, там где-то что-то там, вот так вот. Ну что это? Он не может осмотр места происшествия сделать, показать, где это было, как это произошло. Я помню дело по насилию в Нур-Мубараке, да? Что сделал следователь? Он сразу не пошел, он через какое-то время пошел, долго там ходил, тот показывает, где это все это было. Потом он это видео изымает и говорит, вот, в этом видео там ничего не видно. Я говорю, слушайте, а что вы изъяли? Что вообще вы изъяли? Мы же в Следственном суде, когда судились, то есть отменяли это постановление о прекращении, и даже здесь он указывает, что он там вышел, там что-то, судья говорит, покажите, где он вышел. Нет уже такого. То есть он зашел, говорит, и сразу как бы вышел, не успели там в отношении него насилие применить. То есть, понимаете, то есть низкий профессиональный уровень. Более того, следователи, эксперты. Теперь, смотрите, вот что получается. С экспертизой это вообще ужас. Эксперты, биология и, в основном, СМЭ. Судебно-медицинская экспертиза, судебно-биологическая, судебно-молекулярная, генетическая экспертиза. Вот 3 экспертизы – это основные. Конечно, есть еще другие экспертизы в зависимости от ситуации. И вот СМЭ, что делает СМЭ? СМЭ – это телесные повреждения. Нужно быстро проверить, телесные повреждения есть у этой, у этого. Иногда, может быть, у потерпевшей не быть, потому что она находилась в таком шоковом состоянии. Это вот психологически такие вещи есть, когда в таком шоке или она боится там и так далее. Особенно если дети, например, да, и нужно проверить это, не вовремя не назначают. Или, значит, эксперт что делает? Он не описывает какие-то телесные повреждения, да? Тоже в силу низкой квалификации? Иногда умышленная, иногда низкая квалификация. А самое главное, это когда СМЭ назначают, когда здесь речь идет не о изнасиловании, а о насильственных действиях сексуального характера. Вы разницу понимаете. Изнасилование это только может быть в отношении женщины, это естественным путем. А насильственные действия сексуального характера, здесь может быть насильником как женщина, так и мужчина. Это все остальное. Но если все остальное, то, к примеру, нужен проктолог. Здесь проводится СМЭ проводится и указывает, что при таком осмотре, анальное отверстие тоже осмотрено, все нормально, окей. У меня такие случаи были. Потом, когда вызывали суд, я застраховалась, естественно. Пошли к проктологу, там заключение есть. Он
Да ничего там не было. Я говорю, как ничего не было? Вы проктолог? Нет, не проктолог. А как вы определили тогда? А вот проктолог с 30-летним стажем говорит вот так. А этот геморрой? Я говорю, это не от геморроя. А тот проктолог отвечает на вопрос, нет, говорит, от геморроя бывает вот так, от вот этого бывает вот так. Это насильственные действия скорее. Вот знаете? Вот такие вещи происходят. Вот. То есть люди же не знают же. Повели СМИ, думают, на эксперту повели, и вот так сидят, ждут люди. А что там нужен был еще отдельно и проктолог, и ноу-хау они теперь сделали. Знаете, какой ноу-хау последний? Это вот отношение детей, когда насилие. Они, значит, проводят судебную психологическую экспертизу, и типа, может ли этот ребенок понимать, и, там, и так далее, он же маленький, он не все понимает. И вот там эксперт пишет, да нет, он не совсем осознает, не понимает, что это такое. Но у меня 9-летняя девочка рассказывает конкретно, как все происходило, этот папочка, что делал с ним. Видео даже есть. Беседую, говорю, ну расскажи. Она 5, 6, 10 раз может повторить это и рассказать вот ребенок. Вот. Теперь дальше молекулярная генетическая экспертиза тоже. Все же зависит от чего? От вещественных доказательств. Потому что за вещественные доказательства, то есть за объекты, которые направляются эксперту, отвечает следователь. И эксперт что говорит? Он указывает, что на основании тех объектов, которые представлены эксперту. И все. Понимаете? И здесь что делается? Исследователь работает. А дело, помните, связанное вот насилие вот в школе здесь в Алмате, там интересный момент. Следователь берет все вещественные доказательства, отправляет эксперт вносит, а ничего там нет. И когда мы открыли, я говорю, давайте, заявление написала следователю, покажите, что там было. И видео снимали. И на нем что мы видим? Мы видим о том, что нет бира. То есть, когда изымались, бирки были же. То есть это говорит о том, что следователь открыл его. Может, он вообще другой отправил. То есть, может, он постирал. Там запах идет стирального порошка. Одежда постиранная. Постиранную одежду отправляет. Вот вам, пожалуйста, нужно уголовное дело регистрировать на этого следователя. То есть получается, вот я вас правильно поняла? То есть получается, что дело не в ужесточении сроков, а дело в том, что у нас очень слабая проработка именно вот этих процессуальных мероприятий, и, соответственно, очень много насильников, которые просто уходят безнаказанно из-за этого и выходят и дальше совершают эти преступления. Совершенно верно. То есть проблема на уровне наших процессуальных мероприятий, на уровне следствия. Проблема в том, что не работают законы. Избирательность закона в зависимости от положения, в зависимости от денежных вознаграждений. Коррупция. Коррупция, конечно. Коррупция абсолютно везде. Когда нужно будет думать о проктологе, мы ходим по всему городу, ищем проктолога, потому что ни один проктолог не соглашается на то, чтобы дать заключение. Нас будут вызывать в суд, мы не хотим идти. Слушайте, а кому мы должны идти? Конечно, будут вас вызывать в суд, будут вас. Почему вас не должны вызывать? Мы их тоже понимаем, они хотят спокойно работать. Даже если платную консультацию мы получим, да, даже если мы деньги дадим, не за то, чтобы он там ложное заключение, а за то, что официально отработал, за услугу, да, даже в этом случае не хотят. Мы не хотим туда идти. Это о чем говорит? Это полномасштабно нужно работать. Кто будет работать? Я предлагаю то, никому это не нужно бывает. Часто смотрю, но кто-то предлагает какую-то дурацкую идею, да, ни о чем. И эта идея, какие-то бешеные деньги дают на эту идею. Какие-то гранты выделяют, оказывается. Там какой-то Казахстан без чего-то, там огромные деньги выделены. И чем это закончилось, никто не знает. Какие-то странные проекты. Просто, знаете, реально нет борьбы против насилия, нет. Или же те, которые просто написали там, а вот там вот это сделал, там просто тупо пишут и вот себя позиционируют тем, что они там борются с насилием. Просто пишут. СМИ, как вы думаете, посмотрели? Изнасилованную, или там оскорбленную невесту назад вернули, или как-то, помните, вот это вот выражение было? Да. Что это такое? Двойной удар делают, там, а у нее и так-то, извините, может быть, состояние не очень, да, у этой девушки, что украли ее, Что такое вообще позор, да, такой вот? В каком веке мы живем? Украли девушку. Вещь, что ли, чтобы тебя украсть?
Судить надо их по полной. То есть, вот смотрите, если говорить о комплексной системе борьбы с насилием, мы должны, первое, решить, отработать процессуальную часть. Нужна реформа МВД. Вы знаете, честно говоря, вот это слово уже такое затертое, реформа. Да нету реформы МВД. Вот сейчас говорите реформа, мы сейчас скажем реформа, и потом этот министр, там, вице-министр, там еще кто-то соберется, все чиновники соберутся, и там пару там общественников лояльных пригласят, и они будут делать реформу. Это смеяться с этой такой реформой. Да позор, честно говоря. Какая там реформа? Нету реформы. Ну не было реформы. То они меняют там одежду, то еще что-то там, да? Ну извините. Ну что это такое вообще? А кто должен возглавить вообще вот эту системную борьбу с насилием в обществе? Вот кто должен этим заняться? Должен заниматься, государство должно заниматься. Ну, в лице кого? Прокуратуры, МВД. Каждый должен делать свою работу, интерсекционально, межсекционально должны работать. Прокуратура должна надзирать за законностью. Следственные органы должны взять на особый учет такие дела, а не так, чтобы мы не можем. Судьи тоже. Знаете, я знаю одно дело, когда уже, естественно, там идет же разговоры там рядом, люди, которые живут, они, знаете, когда вот местность небольшая там. Оказывается, вот такой ноу-хау есть, когда что-то случилось, они договаривались с судьей уже. То есть эти прокуратура, пойдет прокуратура, пойдет там этот следственный суд, там еще куда-то там, с судьями сразу договаривается. Восточно-Казахстанская область такая же, Туркестанская область, с судьями заранее. То есть они не идут к этим прокурорам, к следователям. Ну а как они знают, что это дело попадет к этому судье? Потому что же район же, очень просто же. Где ведется следствие? По месту совершения преступления часто, как бывает, да? Иногда бывают другие моменты. Как правило, по таким делам по месту совершения преступления идет, и, оно передается в тот суд. И знают это все хорошо. То есть они подготовленные О чем дело? И все хуже становится, хуже. Это правда. То есть борьба с коррупцией – это, по сути, борьба с насилием. Борьба с коррупцией – это страшнее, чем терроризм, страшнее, чем насилие и все остальное. Первым делом это должна быть борьба с коррупцией. Борьбу с коррупцией должны вести люди, которые сами не коррупционеры. Что у нас происходит? Если мы будем говорить борьба с коррупцией, минимум 50 человек из этих борцов с коррупцией сами коррупционеры. Просто их не поймали, потому что они хорошо устроились. Это знаете, как педофил устраивается, где садики, там где-то для прикрытия. Точно так же. У нас борьбу с коррупцией 50% ведут те, которые сами коррупционеры. И все мы это прекрасно знаем. Какой выход? Как вы видите выход из этой Я ситуации? вижу такой выход. Первое, что нужно сделать, это на уровне Совбеза рассматривать этот вопрос, Совета Безопасности. Потому что это здоровая нация. А здоровая нация – это очень, вы знаете, человеческий капитал. Всегда недооценивать человеческий капитал. Да, кстати, во всем мире сейчас считается, что человеческий капитал – это самая высшая ценность, чем нефть, потому что нефть – исчерпаемый ресурс, а человеческий капитал – неисчерпаемый ресурс. И только у нас в Казахстане почему-то… не только у нас в Казахстане, не только возьмем Россию, там еще похуже. Да. Вы сами видите, что там творится. Здесь, вы знаете, я простой пример приведу на таком примитивном уровне, можно сказать так. Собрались там, допустим, 20-40 человек. Девочки, что вы хотите? 20-40 человек. Мы хотим то-то знание получить. Я хочу вам дать эти знания, но у меня нет возможности сутки, мы же должны чем-то питаться, где-то встречаться, да? И знаете, обязательно когда-нибудь найдется и скажет: а знаете, у нас есть там-то, то-то, правда? Угу. Другая скажет: а вы знаете, давайте я чай сделаю. Третья скажет: а я давайте пирог сделаю, да? Мы как-нибудь переживем сутки, да, салатик сделаем, но мы сможем это сделать. Понимаете, это человеческий капитал. Угу. Человека можно сказать, если убедить, вы знаете, вам понравилось то, что мы сегодня тренинг сделали, еще что-то понравилось. Вы еще хотите, да, а что мы будем делать? А давайте поищем то-то. А давайте мы… То есть, понимаете, мы неделю подождем, поголодаем, ничего страшного, если ждет то-то, то-то, мы уверены. Но самое страшное, когда людей обманывают, когда
мы там боремся с коррупцией, или там мы боремся, там, например, с насилием, да, выделяют бешеные деньги. Я вот посмотрела, такие деньги выделяют, куда они уходят? Слушайте, ну это же вообще ужас какой-то. И просто на этом уже, это бизнес какой-то стал. Ну да, Общественники занимаются насилием. Кто только не занимается этим насилием. Насилие, знаете, что это такое? Это наука. Работать, это как наука, это как коррупция. Изучать коррупцию – это наука. Вы знаете, читали книгу, интересная книга есть Аккермана, когда он рассказывает, как вот корни, да, вот коррупции, да, как это вот работает. Очень интересная статья, Аккерман пишет. И точно так же насилие. Это очень такая интересная наука, с одной стороны. Извините за вот такую вот очень интересную науку, да. Это знаете, здесь просто вот какие-то выводы делать нет. Многие же выводы какие делают? Вот у меня была история такая, очная ставка идет, вот она изнасилованная, сидит женщина, и здесь сидит вот этот, тогда предположительно, теперь он осужденный насильник, да, и следователь мне говорит, вот она там улыбается, вот она ха-ха, хи-хи, она такая легкая, такая сякая, и так далее. Я говорю ему, она реально перенесла насилие. Не надо в ее улыбке рассматривать что-то другое. Давайте продолжим очную ставку. Пусть он скажет, что нет, 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 а там в конце он писал на нас жалобы, нет, 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 мы там оклеветали бедного, да. А когда пришли результаты экспертизы, он говорит, начал о том, что он, оказывается, это добровольно все это делал, да, типа, как-то так. Но как только мы вышли, там это был ужас, там они друг с другом так сцепились, и следователю стало плохо. Я говорю, видишь, говорю, ты не знаешь психологию женщины. Это очень сложно. Это сложная психология. Ни о чем это не говорит. Это улыбка там, или там смех там, и так далее. Абсолютно ни о чем не говорит. Что там внутри, ты не знаешь. Это может быть даже защита психологическая. Совершенно верно. И также вот детали, например. Некоторые детали люди, подвергшиеся насилию, могут не помнить где-то. Особенно дети, там какие-то вот вещи. Потому что все вот как-то в таком, они же не готовы к тому, чтобы там выучить, это стресс же да, стресс там, да, или в таком шоке вот стоит и тот насилует, она ничего не может сделать. Вот такой вот момент есть. Это очень такие вещи нужно изучать, особенно допрос детей. Ну, смотрите, вот законодательно, что это такое? Я когда услышала вот это, то, что, вот теперь, значит, детей-то мы допрашиваем с участием психолога и педагога. Я говорю, вы понимаете, что вы говорите сейчас? А там может быть участие законного представителя, это мамы или папы, да, родителей, то есть. Или может быть там, если ребенок находится там в интернате там или в детском доме, опекун, да, опекун там. Ну вы понимаете, что получается? То есть какой-то психолог, может, которого знает, не знает, да, ну даже если она там в школе, там ничего страшного, тоже мало знает. Вот. Или педагог, который тоже, вот, может быть, не совсем хорошо относится к ребенку, да, еще тогда. А родители, может быть, то есть без них можно допрашивать. Но вот взрослый человек идет на допрос. Взрослый имеет право взять адвоката. А что, и ребенок не имеет права, что ли? Здесь же вот какие-то вещи нужно прописывать, обязательную часть. Но это не поможет. Знаете, ребенок готовится к допросу не тогда, когда он пришел в полицию, а до того. Есть специально психологи работают над этим. Есть специальные методики. Вот у нас нету вот этого, ничего этого. Потому что ребенок, когда устал, он может показать на любого вот так. Я хочу спать. Да? Ребенок может пожалеть насильника. Ведь, как правило, насильник – это человек, который знакомый, как часто бывает. Ребенок, наоборот, может не все сказать. Знаете, одно дело у меня было, в принципе, у меня много кейсов, и вот я вот одно из них хочу сказать, вот это вот в Карасайском районе. Девочка, школьница, он ее насиловал, и вот когда уже изнасилование было, они обратились, и там она пишет, один раз изнасиловал, второй раз. Я уже когда работала с девочкой этой, оказалось, что это было 8-9 раз, не больше. Ну, во всяком случае, 8 или 9 раз вот было. И следователь кричал, орал на нее. И когда я пришла, в таком ужасе была, я говорю, вы что кричите-то?
Нет, она там говорила, что там всего 4 раза, а теперь 8-9 раз. Я говорю, а вы теперь спросите, что было вот эти 4. А он оральный контакт был там, понимаете? То есть, а девочка, она не понимает, что это тоже насилие, она считала, что это естественным способом это насилие, а это нет. Но ребенок не знает этого. Это мы знаем 121-е, а ребенок этого не знает же. Поэтому... То есть вы считаете, что для того, чтобы нам все-таки какую-то действительно сделать не формальную, а реальную борьбу с насилием, надо поднимать этот вопрос на уровне Совета Безопасности, и надо правильную ставить задачи всем госорганам, и чтобы каждый в пределах своей компетенции проводил, как бы выстраивал вот эти процессы, процедуры и более как бы гуманно, скажем так, формировал или как бы более, скажем так, точно выявлял вот эти все факты, чтобы насильники не уходили от ответа. Каждый должен делать работу, делать свою работу прежде всего, делать. Второе, делать его профессионально. Все. Соблюдать законы. Вы знаете, иногда следователи почему нарушают законы? Чтобы насильник мог использовать его в суде. Вот такое вот собирание доказательств, да, в дальнейшем поможет насильнику уйти от уголовной ответственности. Вот что они делают. Ну, а он же останется на свободе. Он останется на свободе, они об этом не думают. И он же будет дальше насиловать. Много же таких. Знаете, меня беспокоит одно дело в Талгаре. Мальчики, детки эти рассказывали, осмотр места происшествия был. Он насиловал своих близких, свою родную сестру, братьев насиловал в свое время когда-то. Потом их дети выросли, он их детей насиловал, потом дальше пошло. И ничего, это дело стоит, и такой вот следователь, который жует жвачку, такой приходит, вот так допрашивает, да? Ну что вы хотите от такого? Знаете, вот они все признали, взрослые люди, им за 50 лет, они сказали, да, он нас насиловал. И самое главное, он до 14 лет было, когда детям насиловал. Ну, то есть своих братьев, сестр, родных. Ну, за 50 лет уже. То есть он всю жизнь, в принципе, на свободе прожил? Ну, конечно, он и сейчас на свободе. А вы думаете, что он остановится? Нет. И потом педофилия тоже. Юридический контекст, это понимаем, да, там 14 лет, до 14 лет малолетний и так далее, и так далее. Но слово педофил, мы говорим, вот педофил, потому что, раз до 14 лет потерпевший. Но есть здесь много нюансов тоже. Почему назначается экспертиза, ставятся вопросы? Это потом уже начали ставить вопросы. Это когда кастрацию ввели. Вот, и вопрос такого плана, страдает ли педофилия, нуждается ли в лечении. Да? То есть, болезнь ли это, да? Ну да, болеет ли он этим, страдает ли, страдает как бы. ли. Ну это вот болезнь, не болезнь, это уже второй вопрос, но страдает ли. Вот. Но часто, несмотря на то, что он совершил уголовное правонарушение в отношении детей до 14 лет, получается, что врачи пишут, не врачи, там и врачи есть, конечно, психологи, врачи, там, медики, там, кто участвует в экспертизе, да, как специалист, пишут о том, что он не нуждается в лечении и он не страдает. Почему, как вы думаете? Не могу даже представить. Потому что это может на самом деле так и быть. То есть он насиловал, как получится, в общем-то. Он мог и также взрослого человека изнасиловать и так далее. И у То есть него возраст не был каким-то? Абсолютно нет, критерий не было. А здесь вот у педофилии с медицинской точки зрения есть критерий влечения только вот. Но только это не означает, что у него нет супруги, там, у него нет детей. У него есть влечение к таким. То есть особо, это такой неизученный. Кто-то из ученых говорит, что там такой вот запах детей, там кто-то пишет о том, что есть и другие параметры. Ну, в основном ученые, в основном, вот я имею в виду вот, постсоветского пространства, они склоняются к тому, что это люди, которых влекут в основном дети до 12 где-то лет, вот, и разница в возрасте не
не менее 5 лет между насильником и потерпевшим, и их вот эта тяга не менее 6 месяцев должна быть, и даже 16-летнего возраста некоторые ученые считают. Но ну, более такие российские ученые, там и другие постсоветского пространства ученые, они считают, что в принципе законодатель считает, что с 18 лет, ну, то есть если он ниже 18 лет сам абьюзер или там насильник, да, то вряд ли его можно назвать вообще педофилом, потому что он сам ребенок, как бы вот так вот. Ну, то есть очень много спорных моментов, там, ну, это вот долгая история, можно сказать. Изучая, например, зарубежные какие-то вот исследования, здесь немножко по-другому. Но это вот мы об этом говорим. Ну, есть еще инцесты, это и тоже стало много. То есть это когда происходит между родственниками? Ну, да, но вот в нашем случае вот очень часто это между отцами и дочерями. Есть и когда отец насилует своего родного сына, и такие истории есть. Это вообще Почему страшно. так происходит? Ну, это очень сложно объяснить, потому что это уже психологи должны объяснять, давать оценку, страдает ли он педофилией, или это проявление того, что жестокости настолько, что он, главное, что вот он хочет вот такой вид секса, может быть, использовать своего ребенка, поскольку у ребенка больше никого нет, кроме него, или там матери, мать запуганная и так далее. Вот. Часто бывает, что вот когда речь идет об инцестах, часто они, если это отчим, то выбирают сначала не жениться на женщинах, которые имеют маленьких детей. Женщина думает, что он там ее любит, там, или там еще что-то, там любви не может быть речи. Но изначально он нацеливается на детей. Поэтому я не знаю, мне, конечно, может быть, это неправильно обвинять всех мужчин, что, мол, если они берут женщин с детьми, то только вот ради этого. Нет, абсолютно нет, но тем не менее есть такой сигнальчик. Часто бывает, что и такое бывает, встречается отчимы. А есть и родные отцы. То есть это уже, наверное, При этом родные отцы часто бывает, что матери защищают и не девочку, а почему-то мужа. Вот это вот как объяснить? Это же психологи должны работать. И есть еще, я почему говорю, что насилие это очень опасная вещь. То есть оно разнообразные формы Разнообразные имеет. формы. Вот. Но если вы помните, я вела одно дело, представляла потерпевших Азаматулла, Оркен Азаматулла, 9-летний мальчик, его мачеха убила. И причем привлекла родного сына и пасынка привлекла с собой и родную дочку, дочка беременная. Они ее где-то вот, где дачи расположены, и там они, в общем, сначала она дала задание, чтобы он ее убили, там они хотели его сложить в коробку, но они не смогли это сделать, в общем, жестокое убийство. И если прослеживать, вот они получили сроки большие, и когда вот она говорила в суде, то есть выступала, давала показания, она хотела перекинуть вину на своих детей. Понимаете, это так страшно. А знаете, страшно в чем? На нее ее не надо рассматривать как человека, как обычного человека, обычную женщину, которая как выросла мать. в обычных условиях. Да. Нет. И если посмотришь на ее судьбу, то 15 лет она выходит замуж. Ну что она может 15 лет? Какая мать она может быть 15 лет? То есть ее мать надо рассматривать сначала. Социальные вещи. Она в Туркестанской области родилась. Ее мать фактически 15 лет выйти замуж, это значит, продала. Был половой акт, значит, либо в 15, может еще раньше был, правильно? Конечно, это фактически было насилие над ней. Она выходит замуж, потом рожает. Детям, она сама ребенок, относится как? Дети выросли в этом интернате. И мальчик один, он все делал, что вот родной сын, делал все, что она хочет, потому что смотрел на мать, знаете, вот маму хотел видеть, увидеть лицо мамы, как бы, знаете, вот такой вот. Это такая трагедия, это социальная трагедия. Поэтому вот вам, пожалуйста, то, что вот как оборачиваются эти вещи. То есть насилие порождает насилие. Насилие порождает насилие. И в результате пострадал этот ребенок. Это ребенок мужа вот этой женщины уже, в последующем браке. Вот. И она приревновала.
то свекровку ревнует, то вот этого ребенка. у Ну, нее она уже вообще хотела, видимо, психическая да, деградация. свекровку, видимо, убить. Потом получилось так, что ребенок вот попался ребенок, в общем-то, так, как-то так. Ну, не хочется это вспоминать, но это полная деградация. Это социально очень такие вещи. Никто этими не занимался, этим делом. По сути, я имею в виду, и не изучал, можно сказать. Глубоко. Очень такие, да. А тюремные это субкультура, это совсем другая культура там. Айман Муратовна, вот чтобы наше видео было, как бы, чтобы не только мы разъясняли людям вообще о том, что такое насилие, какие его есть формы, чтобы оно было, ну, такое практичное и полезное, все-таки я бы следующую нашу часть разговора посвятила конкретным рекомендациям, потому что вы являетесь человеком, который имеет за спиной большое количество кейсов, связанных с насилием. Давайте вот пойдем теперь по конкретным группам. Да? Вот первое, если семья, если вот в семье произошло насилие, да, что вы порекомендуете там, жертве насилия, родителям, если с их ребенком такое произошло? Вот как все-таки правильно, ну, с точки зрения процессуального вот этих мероприятий, как все-таки найти в себе силы, перебороть этот стресс и как все-таки грамотно организовать процесс последующих действий. Вот если произошло насилие. Какое насилие? Сексуальное? Ну давайте вот прям по разным В отношении категориям. детей? Если вот сексуальное в отношении ребенка, что делать родителям? Но первое, что нужно делать, нужен психолог как для ребенка, так и для родителей. Родители не выдерживают иногда. Это очень сложно, потому что видите, как страдает ребенок. Второе, адвокат нужен, это однозначно. Хороший профессиональный адвокат. Не просто то, что дали, там, где-то там взяли, там, это именно который вот знает эти моменты. Ну, нужно, конечно, эксперты нужны хорошие. Эксперты какие? Если, например, вы назначили экспертизу, вот, по таким-то, пока телесные повреждения не ушли, пока нет, нужно параллельно обследоваться в альтернативной экспертизе, закон позволяет. Этот же адвокат может обратиться к такому же эксперту равнозначному. Единственное, его заключение будет как заключение специалиста, но оно имеет такую же силу, и нету приоритета вот, в суде. Или там дальше, где-то там, ну, в органе досудебного расследования, прокуратуре и так далее. Нет приоритета. Здесь вот эти моменты, то есть полностью, что все вот это должно идти вот правильно, то есть эти такие вот следственные действия неотложные. И если они испытывают угрозы, это заявление о обеспечении безопасности. Со стороны насильника. И никаких, если это школьник там и так далее, да, он однозначно в этой школе не должен учиться. Надо же еще знать, где это, что происходило и так далее. Работа со СМИ. Я считаю, что лучше не должно быть такой огласки, это ребенок. Потому что вы сейчас за ребенка решите, а он вырастет и скажет, зачем ты это сделал. Даже дети маленькие говорят, зачем теперь меня узнает, ему стыдно, то есть он всю жизнь будет чувствовать это. Но после того, как уже все закончилось, я имею в виду суды там, и так далее, можно менять фамилию ребенка и так далее. Ну, все это можно. То есть поменять место жительства, обстановку. Но это все нужно делать потом. Угу. Если это женщина, которая столкнулась с сексуальным насилием, что ей нужно сделать? То же самое. Психолог это одно, но сначала нужен профессиональный адвокат. И не нужно бежать там куда-то туда, чтобы про нее крикнули, там, сказали там что-то, да, а потом она жалеет. Очень часто бывает, они говорят об этом. Соцсети сливают? Да, сливают соцсети, там, мы тут работали, уработались, и вот так, мы тут делаем это, делаем. На самом деле эти женщины через какое-то время, они жалеют об этом. Я не говорю, что они должны молчать. Абсолютно нет. Не молчите, говорите, там, вот, делайте, если вы считаете это нужным, если вы считаете, что это поможет. Вот. Мы делаем крайние вещи, когда вот крайне уже, вот почему вот Наргиза, почему она вот вынуждена? Потому что она сидит, у нее нет другого выхода. У регистрации дела нет, и мы вынуждены говорить.
Придавать огласки. Огласки это уже вот самый вот последний. Мы же видим, что ничего не происходит, ничего не делают, уже беззаконие вынуждены. Но если это законно, все нормально идет чередом, то, мне кажется, такие вещи не обязательно придавать такой большой огласке. Особенно, когда касается детей. Стараться нужно законным способом все это, чтобы было. Вот. Насчет экспертизы та же самая история. Альтернативной. Всегда пользуйтесь альтернативой. Вот, допустим, одна экспертиза или заключение эксперта, как они говорят, государственного органа, да, и, пожалуйста, 5 экспертов, которые, может быть, на голову выше, дали как специалист заключения, пожалуйста. И они имеют большой вес, они могут обосновать, как правило. Поэтому все это нужно делать правильно. Если бытовое насилие произошло в семье, если женщина впервые столкнулась с бытовым насилием конкретно в своем доме, что ей надо делать? Наказывать, писать заявление, наказывать. Если многие говорят, я писал участковый ничего не сделал. Участковый не сделал, надо прокурору писать и так далее. Но дело в том, что этот насильник возвращается, насильник, я имею в виду бытовое насилие, абьюзер, возвращается, разводиться однозначно, он не изменится, это однозначно. Расторжение брака должно быть. И здесь проблема, знаете, вот в чем заключается. Я еще раз возвращаюсь к корню насилия, да? Гендерный дисбаланс и все прочее. Когда девочку воспитываем, нужно воспитывать девочку образованную, чтобы у девочки была профессия. И если у этой женщины, которая подверглась бытовому насилию, есть профессия, она уходит, снимет жилье, пусть пока временно, да, например, прям в этот момент. Потом можно разделить имущество и так далее, нужно с детьми, но у нее есть профессия, в конце концов, понимаете, она не пропадет. А когда девочка, которая школу закончила, ничего у нее нет, здесь я предлагаю следующее. Я считаю, что 6 даже класса можно 9, 8, это уже такое дело, я не знаю, это уже, наверное, Министерство образования знает лучше, как правильно сделать, в каком классе. Но мне кажется, даже 6 класса можно давать девочкам какие-то профессиональные навыки. В 6 классе 12 лет уже может. Я помню, 12 лет я работала, летом работала. Я так хотела летом работать, меня один раз только взяли. И то, видимо, написали, что мне столько-то лет. Хотя я просто высокая была, да. 12 лет, можно уже, да, учить, например, то же самое, например, писать красиво, фотографировать, парикмахерское, программирование, в зависимости от того, что даже мыть посуду, даже дом убирать красиво. Знаете, и не все умеют хорошо убирать дом. Или красиво стирать, например, делать красивые вещи, например, красить. Вязать, шить. Совершенно верно. 6 класса можно, может еще раньше, не знаю, все это делать, игрушки какие-то делать, продавать, да, что-то делать, что-то же человек должен, даже готовить. Пельмени готовить, продавать, к примеру говорю. То есть что-то ребенок должен уметь делать. И то есть к тому, что когда он выпускается, у него, может быть, уже будет возможно, 8-9 профтехобразование включить до 11. Что в 11-12 выходит, ничего не знает, вот так выходит. А так профессия есть, что-то умеет делать. Да, то есть экономическая независимость женщин – это первая мера по профилактике бытового насилия. Совершенно верно. И есть такое понятие гармонически развитая личность. Когда детей воспитываешь, надо воспитывать гармонически развитую личность. Гармония. Какая гармония? Это что умеешь? Представь, что ты ребенок берешь, и находится в другом городе ребеночек. И что делает ребенок? Что делал бы ребенок? Ничего? Нет. А он умеет что-то. Знаете, то есть у ребенка должно быть что-то он умеет. То есть умеет руками делать, раз, умеет мозгами делать, 2, умеет еще что-то делать. Конечно, здесь самый важный, я пришла к выводу, самое важное в жизни для того, чтобы найти себя, наверное, не то, что найти себя можно, то есть какой-то профессии и так далее. Самое важное, чтобы быть счастливым, наверное, это коммуникация. Это один шаг к счастью, это первая коммуникация. Правильно коммуницировать. Есть люди, которые
любят тебя, есть люди, которые ладят с тобой, а ты их не видишь. Есть твои фолловерсы, которые вот с тобой хотят общаться, а ты их не видишь. Ты в них видишь, например, может, наоборот, негатив, может быть, они наоборот. То есть коммуникация – это очень важный момент. Коммуницировать нужно учить с детства. Да, Правильно. и знать свои все-таки Да. права с детства. Ну, права это и само уметь собой. их отстаивать. Здесь вообще, когда речь идет о правах, почему нужны права? Не потому, что чтобы не стать жертвой, а потому, чтобы еще и не совершить преступление. Многие дети не понимают, что ему скоро 14, и скоро, если он то же самое повторит, что он сделал в 13 лет, что он будет сидеть за это. Его привлекут к уголовной ответственности. А вот такие вещи нужно делать. А что касается важности борьбы с насилием, ну, если вы понимаете, вот, мне нравится один автор, вот, «Эффект Люцифера», который написал Зимбарде. Знаете, вы даже не представляете, как хорошие люди могут превращаться в злодеев быстро. Очень-очень сложный такой процесс. Вот. Очень много интересных экспериментов вот, у Милграма, да, как люди меняются. Да, вот. Это вот можно к тюрьме отнести. Да, везде, где насилие присутствует. Вот эти эксперименты, если их изучить, то в основе всего вот, человеческая сущность лежит. А человек может быть сегодня такой хороший, а завтра стать террористом, например. А если внимательно проследить жизнь, то где-то было насилие какое-то. Не обязательно сексуальное насилие, а что-то было, что он сделал. Поэтому мы иногда же говорим, что не выучил уроки, там я смотрю, ну, что не выучил уроки, почему не выучил, должен это, да ничего он не должен. Ну, если надо спросить, может, не хочет он этот урок учить, может, ему это не нужно. Нужно посмотреть, может, другое что-то он хочет. Поэтому нам, конечно, сложно сейчас говорить о таких вещах, да. У нас общество, честно скажу, я когда смотрю на насилие, мне кажется, оно деградирует. Мы теряем человеческое лицо и человеческий капитал. Вот. На все уделяется внимание, на все выделяется все, что можно, но не на людей. И люди это видят. Глаза есть у людей, они видят это. И видят, что не наказан этот насильник. И почему я должен простить, этот ребенок думает. Я тоже могу так же сделать. Ничего же не случилось с ним. Айман Муратовна, вот вы ведете еще такую большую работу по обучению адвокатов. Проводите, ну скажем так, это как ваша миссия, проводите такую профессиональную, ну, не переподготовку, а способствуйте их, да, профессиональному росту, делитесь своим опытом. Вот у вас скоро будет тоже очередной, значит, запуск вашей школы. Вот чему вы учите адвокатов? Что должен уметь адвокат? Вот давайте теперь с этой точки зрения посмотрим. Знаете, это вот не запуск, это просто завтра это будет тренинг, вот именно вот о чем вы говорите. А школа, это правовая школа, она была создана в 2018 году, онлайн-правовая школа при поддержке американского посольства. Когда я как раз вот получила эту награду и прилетела, вот, и как раз вот была возможность это. И потом как-то вот уже начали, знаете, вот на Facebook перешли, на Instagram перешли, там сайт есть у нас. Вот. И после этого вот у нас же реальные кейсы есть. Я пришла к выводу, что адвокаты нуждаются в обучении, то есть в тренингах. А знаете, мне что здесь не нравится? Некоторые адвокаты, они считают, что они очень умные. Вот это вот есть такая, у нас есть среди адвокатов конкуренция и такое пренебрежительное отношение к чужому труду. Или 1-2 дела максимум провели по насилию, считают, что они стали великими учеными там, или, например, по каким-то категориям дел. Ну вот такое есть. И, конечно, я бы с удовольствием послушала бы того адвоката, который бы вот, по какой-то категории лучше меня бы, да, поделился, поделился, это нормально. И вот я решила поделиться своими знаниями
адвокатам, и не тем адвокатам, у которых вообще нет опыта, а адвокатам, у которых есть опыт, спецификой, особенностями. То есть даже если ты знаешь, у тебя есть знания в какой-то вот отрасли или там, допустим, по каким-то категориям дел, у тебя, может быть, нет по другим категориям. Я бы с удовольствием, конечно, послушала бы тех, у которых, Вы да. чем делитесь? Своими кейсами? Вы их разбираете? Кейсы я разбираю в конце тренинга. Вообще я говорю об особенностях. Как я уже сказала, осмотр места происшествия, особенности. Вот чем отличается вот этот осмотр, закон-то один же, Да. и там осмотр, здесь осмотр места преступления и так далее. Чем этот осмотр отличается, на что нужно обратить от осмотра, когда, например, по убийству, от осмотра по хулиганским действиям, да, например, какие-то вот дела. Или же, например, чем отличается вещественные доказательства при изъятии, на что нужно обратить внимание, например. Экспертизы, на какие экспертизы нужно обратить внимание, как на СМЭ. СМЭ пошел, да, вот, и идет на СМЭ и думает, вот, все хорошо. А если 121-й насильственные действия сексуального характера, здесь может понадобиться проктолог, если у него нет образования, это специфика. Вот. Или же андролог может появиться. Специалист-андролог нужен. Если у нас так называемый предполагаемый насильник, это ребенок тоже. Может ли он, в принципе, насиловать и способен ли на эти вещи и так далее, да, ну, то есть вот такие вещи. Педофилия, как они все кричат, педофил, педофил, но он может не педофил. Да, он абьюзер, насильник, как угодно, но может он и не педофил быть, может у него нету тяги там и так далее. Или там он сам несовершеннолетний, о нем кричат, что он педофил. Разница в возрасте небольшая, там меньше 5 лет, например. А он воспринимает эту уже девушку там, или там мальчика как ровесника почти, ну, на 3-4 года младше, например, да, не встречается, к примеру. То есть здесь вот такие тонкости есть. Вот мы будем разбирать и так же, как обжаловать эти вещи. Вот эти вещи будем. То есть процедурные, вот эти специфические тонкостями, да, вы будете делиться, да, с адвокатом. Это опыт работы с 2000 года. Это уже 22 года. Вот, наработанный опыт. До этого я в следствии работала, но там немножко другая специфика. Вот именно наработанный опыт. Это опыт работы, опыт, который я наработала в Америке. Я встречалась с этими организациями и посещала тюрьму в Америке, тюрьмы женские посещала. Вот. Опыт работы, не только вот практической работы, Южной Кореи, Норвегия, Грузия и другие страны, где я была и перенимала опыт. И плюс еще вот практические кейсы. Я думаю, что у нас вот первый кейс, который вот мы сделали, это мой кейс, это когда женщину насиловали в учреждении, она родила ребенка, это вот впервые Казахстан, значит, делает ссылку на Стамбульский протокол, его признают виновным не только, как я уже говорила, в изнасиловании, но и в пытках. Это другая статья, в сексуальных пытках. То есть закрытом насилие не в закрытом учреждении, то есть учреждения-то закрытые, да, вот, режимные объекты. Вот, в закрытых учреждениях, то это оно уже носит другой характер. Оно уже не только изнасилование, плюс пытки. Для нее это пытки. Там не может быть согласия. Женщина, которая сидит в тюрьме, она не может давать согласие. Добровольно не может быть у женщины, которая сидит в тюрьме. Там не может быть согласия, потому что человек зависимый. Точно так же я считаю, что здесь можно было бы и думать о студентке и профессор, например. Она в зависимости находится. То есть вот такие вещи нужно понимать. Айман Муратовна, и в завершении. Кстати, про вот студентов, там такого кейса нет, чтобы профессор изнасиловал студентку, и что, потому что не закрытое учреждение, как бы вот так вот. Хотя зависимость есть. Это чисто зависимость. Айман Муратовна, в завершении, как член национальной комиссии, вы разработали и внесли ряд предложений по вот этой вот борьбе с насилием. Можете сказать вот основные предложения, которые вы сегодня внесли и которые вы считаете нужно внедрять прямо сейчас?
Первое, что я хочу сказать, это минимальные стандарты по делам, связанным с половым, по расследованию уголовных правонарушений против половой неприкосновенности. Почему я говорю минимальные стандарты? Потому что вы понимаете, во время пандемии у нас были онлайн-процессы. Сидит с этой стороны потерпевший парень, я здесь рядом. С той стороны сидит защитник обвиняемого, мать обвиняемого, и снимают нас. Знаете как? С телефона. Ну да. Ну да. Ну как вы это представляете? Ну да. Что он должен делать? Не говорить, он не имеет права отказаться от дачи показаний, потому что он потерпевший. Стандарты должны быть? Должны быть. Особенно с учетом технологий. Да, там и очень много таких нюансов, и поэтому первое, что я считаю, это должны быть минимальные стандарты по таким категориям дел. Далее, такие же стандарты должны быть особенные уже, естественно, с насилием, которое связано, с насилием, которое происходит в учреждениях, закрытых учреждениях. Там тоже должны быть свои стандарты. Вот это нужно сделать. Это все вот законодательно должно быть. Далее, значит, нужно обязательно внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части допроса малолетних и несовершеннолетних. Обязательные в части законного представителя и адвоката. Обязательно. Не может быть, там, вот эта фраза, там, может не быть, а может и быть, там, это обязательная часть. Ну и ряд других предложений, конечно, есть, это, в общем-то, вы знаете об этом. Ну, вы дали предложение, я вот я присутствовала по, например, Министерству здравоохранения, по подготовке соответствующих специалистов. Да, я специалистов, относительно специалистов, я говорила вот о чем. О подготовке психологов, прежде всего. Судебных, да? Да, судебных психологов, именно вот, которые участвуют по таким категориям дел. Потому что специфика есть. При депонировании тоже участвуют. Многие из них не знают ни прав, ни обязанностей. Также я говорила о медицинских специалистах, то есть, ну, я имею в виду экспертов. Касательно того, что необходимы проктологи, детские проктологи, которые могут в дальнейшем давать заключение для суда, чтобы мы не бегали по всему Казахстану, не искали. Да, нехватка большая, ну и детских многое другое. специалистов. Но здесь, я думаю, специфику нужно знать. Психологов надо учить специфике, не только то, что сейчас присутствует, а перенимать опыт зарубежный. Ну, хотя не так, вот я сейчас скажу, перенимать опыт, будут перенимать опыт как по, помните, бытовому или там сексуальному насилию, вплоть до Кубы они поехали, оказывается. Я, честно, не знаю, кто там ездил. По всем странам они поездили, а результат ноль. И вот о чем говорит это? Какие-то вот наши граждане там, оказывается, от Казахстана ездили, куда-то что-то перенимали. Но вот такого не должно быть. Ну зачем? Ну куда вы ездили? Что в конечном результате? Всегда есть действие и должен быть результат. Нету результата. Поэтому я думаю, что это должны делать специалисты. Не нужно допускать людей, которые не являются специалистами. Не нужно этого делать. Это очень опасно, такие перегибы. Мы тут сделали, и все хорошо у нас. Все. И начинают они защищать вот только вот свою вот эту идею фикс, да, и все. А то, что там уже давным-давно это изучено, можно взять вот оттуда, можно оттуда взять, да. Или же, например, какое-то вот оттуда взяли, и все, точка. А у нас специфика другая. Это тоже неправильно. Но я, конечно, скажу честно, что очень низкий профессиональный уровень. И знаете, я имею в виду органы досудебного расследования. Недавно вы видели, когда мы выступали вот по поводу, после выступления вице-министра МВД, где он сказал, что у нас есть методики написаны. Я что-то не увидела эти методики. Может, они давно написаны, устарели, кем они написаны, я не знаю. Вот. Потом вот у нас какие-то там центры есть по южнокорейскому опыту. Я, честно, удивилась этому, первый раз слышу. Ну, я не удивлюсь, может, они и поехали, но я такого не вижу. Если они one-stop сервис, то это не one-stop сервис. Это ни о чем. Вообще ни о чем, то, что там они говорят. А, кстати, расскажите про проект One Stop Service. One Stop Service, вот я предложила этот проект, но пока, значит, я не видела, чтобы
была какая-то вот, ну, указали в протоколе, что да, мы будем этим заниматься, но пока я не вижу, чтобы что-то В чем происходило. смысл этого проекта? Смысл проекта, вот, допустим, мне звонят, например, да, я не могу дальше двигаться. Смысл этого проекта в том, что они звонят, значит, приходят в одно и то же место, и там эксперт, и там и полиция сама приходит, и там все в одном месте все это происходит. То есть им не надо бегать. То есть это центры такие помощи жертвам Да. именно в том, чтобы правильно организовать обеспечение их законных прав. Совершенно верно. Не только обеспечение, а всех неотложных мер. Ну, то есть что может пропасть? Вот вещественные доказательства, да, доказательства имеют свойство, их можно сохранить, а можно, извините меня, через какое-то время они, в принципе, не будут иметь доказательственную силу, да, или они не смогут, как бы сказать вам, не смогут служить как доказательство, если так разобраться. Здесь вот такой момент есть. Вот они пришли, здесь эксперты есть. Эксперты все это сделали, и это безболезненно. Не надо этой женщине ходить там 2 суток, да, не мыться, да, чтобы вот, извините меня, потом эти трусы снять и себя показать, что она изнасилована. Вы понимаете, да, это какая трагедия целая. А там он пришел, все это сделали, все на месте, все сделали, быстренько, все на этом, хотя бы эта часть закончена. Это очень важно. И когда вот говорили о том, что вот у нас там мы что-то там сделали, я, честно говорю, это не поняла, потому что такого я не видела еще. То есть она, возможно, какая-то, что-то там сделано такое странное, но я не знаю, может какой-то центр там есть. Просто проконсультировал, это не пойдет такое. Ну вот то, что я говорю, это такой центр, который не заменяет кризисный центр. Кризисный это совсем другое. Это в дальнейшем пребывании и так далее. А здесь вопрос стоит о том, чтобы вот это вот, как бы, это тот день, самый страшный день, когда человек испытал насилие. Вот это взять в свои руки. Мы же не можем назвать Чтобы он его. Да. знал, куда ему обратиться. Все, пошел и все, больше ничего не надо думать, ни о чем. С ним психолог работает. Все сразу там же на месте. И там экспертизу провели, да. и все нормально оформили, Совершенно нашли верно. адвоката, проконсультировали, дали какие-то там, допустим, рекомендации, и все. И уже человек спокойно знает, что его дальнейшими действиями управляют реальные профессиональные люди. Ну вот, например, в Северной Каролине, а там, знаете, интересный такой момент был, даже комната была такая синяя, я еще спросила, почему она синяя. Ну, видимо, там видно вот эти телесные повреждения, там вот эти все вещи на фоне, там хорошо, там даже специальный такой бокс был, да, по которому определяют все это. То есть вот такие вот, как сказать, коробочки готовые, да, специальные для первой помощи. Вот, что вот это показывает то-то, там вот как снимаются эти телесники, вот как это снимают, там и все вот готовое. Специальная комната, там все готово. Заходят и все сделали, и человек уходит. Ну, потом уже можно и помыться, там и белье даже меняют и так далее. Все это сразу же берется, упаковывается следователем, там уходит, там он следователь, все это. Вот. И эксперты. Хорошо. Появляются. Айман Муратовна, спасибо за ваше интервью. В заключении давайте вот подведем такую жирную черту. Что-то как-то жирное не получается. Да, жирную черту. Здесь такая большая проблема. В принципе, ну да. Сложно там. Сложно. Одним словом. Ну хотя бы не одним словом, а вот пользуясь вот этим эфиром, вот кому бы вы хотели бы обратиться бы сейчас, может быть, я не знаю, к правительству, может быть, просто к людям простым. Женщинам хочу обратиться. Обратитесь к женщинам. Я хочу обратиться с женщиной. Если мы сами не будем бороться за свои права, никто на блюдечке нам не преподнесет. Если вы думаете, как я уже говорила раньше, да, выступления своих, в Британии, в Америке женщины просто вот обладают правами, да, это неправда. Они боролись за эти права. Чтобы обладать этими правами, нужно бороться за них. Никто вам не преподнесет эти права. Мы пока молчим, когда молчим, что в наших судах работают руководителями в основном мужчины,
а даже в Конституционный суд я выступала, говорила, но если квота 30%, то в Конституционном суде должны быть минимум 30% женщин, а я думаю 50%. Почему мы должны соглашаться на эти 30%? Почему вот в правительстве, посмотрите, мужские головы мы видим. Голова, 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 голова и голова. Фотографию недавно видела, все мужчины там. Вот сфотографировались в какое-то мероприятие. Почему? То есть нам нужно бороться за свои права. И если вы думаете, что вы выйдете замуж и на этом жизнь закончится, нет. Вам нужно сначала, девочкам уже обращение, вам сначала нужно учиться, нужно обладать какой-то профессией и только потом думать о замужестве. Поскольку это очень важно. Женщина финансово независимая, у нее есть больше шансов построить семью на равных. А это очень важно. Азиза онлайн.